Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В госбюджете Якутии в этом году на поддержку сельского хозяйства предусмотрена рекордная сумма в 14,2 миллиардов рублей. О достижениях в отрасли за прошлый год и о планах в году текущем мы поговорим с гостем. У нас в студии Петр Попов, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете текущую ситуацию в агропромышленном комплексе республики по итогам прошлого года? Какие достижения и результаты есть? Ну и какие показатели вы считаете главными при оценке развития сферы сельского хозяйства в Якутии? Смотрите, по итогам 2022 года уровень самообеспеченности населения мясом оценивается в 27%, это с увеличением на 0,4%. По молоку 55%, по яйцам 62%. По картофелю у нас уровень самообеспеченности составил 61%. Это увеличение по сравнению с прошлым годом на 1%. И по овощам 35,7%, тоже с увеличением на 0,8%. В рамках реализации стратегического указа главы республики по развитию сельского хозяйства в прошлом году у нас в 2022 году введен второй этап новых механизмов так называемой поддержки сельского хозяйства. Это в целях стимулирования скотоводства организованных хозяйств арктических, северных и промышленных районов. Ставка господдержки на одну голову корову увеличена с 35 до 45 тысяч рублей. Также на развитие табунного коневодства ставка была увеличена с 1500 рублей до 3000 рублей. Предусмотрены меры господдержки на обеспечение заготовки сельхозпродукции. Так, на отчетную дату обеспечена заготовка 752 тонн мяса, более 5,9 тысяч тонн картофеля и овощей и 5,1 тысяч тонн зерна. Так, по итогам 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства оценивается 29,1 миллиардов рублей с индексом производства в сопоставимых ценах 2021 года 102,4%. Это означает с ростом на 2,4%. Мы считаем, что данный показатель как раз-таки отражает положительный темп развития сельского хозяйства в республике в целом. Отмечается увеличение поголовья лошадей, северных домашних оленей, птиц. Поголовье крупного рогатого скота у нас в республике составило 174 тысячи голов, в том числе коров 72 600 голов. Поголовье лошадей 187 тысяч голов с приростом 2,5%. Оленей 168,3 тысяч голов с приростом на 3,5%. И птиц 857 тысяч голов с приростом на 3,4%. Валовой надой молока составил 158,7 тысяч тонн с увеличением на 0,3% по сравнению с 2021 годом. Из них всего у нас заготовлено свыше 62 тысяч тонн сырого молока. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе составил 39 тысяч тонн мяса с увеличением на 4%. И производство яиц у нас по республике составило свыше 154 миллионов штук. Одним из лучших, успешных направлений стал проект по модернизации центров промышленного птицеводства. Это в сентябре прошлого года после реконструкции и модернизации запущен цех для кур несушек. В результате количество птицемес у нас увеличено в 4 раза. Это с 12 до 55 тысяч. С вводом обновленного цеха у нас якутская птицефабрика за 2022 год произвела свыше 84 миллионов яиц, что на 0,7% больше, чем в 2021 году. В рамках мероприятий по развитию скороспелой отрасли животноводства птицефабриками всего реализовано 235,5 тысяч птиц населению и хозяйствам, в том числе населению 79,6 тысяч голов кур несушек и молодняка птиц. В 2022 году важным событием в табунном коневодстве мы отмечаем присвоение федерального статуса конезаводу по якутской породе лошадей. Это СХПК имени Строда Амгинского улуса. И примечательно, что
Данное достижение у нас в республике достигнуто впервые после распада Советского Союза. Также, кроме того, Минсельхозом России 3 хозяйствам Нюрбинского района и Мегино-Кангаласского улусов присвоен статус племенного репродуктора по развитию крупного рогатого скота, скота симментальской породы. И, конечно же, мы считаем самым знаковым событием вековой юбилейный год образования Якутской АССР и в столетие Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Это вручение президентом Российской Федерации Владимиром Путиным золотой медали Героя труда Российской Федерации нашему заслуженному работнику народного хозяйства Республики, почетного кавалера Ордена Трудовой Славы, Ордена Полярная Звезда Владимиру Африкановичу Михайлову. В своем послании глава республики Айсан Николаев отметил, что рост самообеспеченности собственными продуктами в Якутии остается практически без изменений. Вот в сложившейся ситуации, когда собственное производство выходит на первый план, какие меры поддержки для аграриев предусмотрены? Да, сельское хозяйство остается для государства приоритетной отраслью, поскольку прежде всего является основой продовольственного обеспечения, следовательно, и продовольственной независимости и безопасности. Еще в 2018 году глава республики приоритетной целью развития сельского хозяйства определил рост уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного производства. Это мы по молоку и молочным продуктам должны себя обеспечить до 61%, а по мясу, мясопродуктам до 35%, по картофелю до 66%, по овощам до 51% и по яйцам до 65%. Ну и во исполнении данной стратегической цели на сегодня полностью ориентирована и сосредоточена реализация госпрограммы развития сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Вот если говорить про 2023 год, то основные изменения это у нас увеличение ставки по некоторым субсидиям. По северному оленеводству у нас базовая ставка увеличена с 4995 рублей до 5335 рублей. В результате у нас общий объем господдержки по данному направлению составил свыше миллиарда рублей, это 1 миллиард 10 миллионов рублей. Также у нас по заготовке молока у нас ставка увеличена с 50 рублей до 60 рублей за килограмм сырого молока. В результате мы должны будем в следующем году заготовить 64 тысячи тонн сырого молока. В 2022 году мы заготовили, как я уже отметил, чуть свыше 62 тысяч тонн, и данный показатель у нас в 2023 году 64 тысячи. Общая сумма поддержки на эти цели у нас составила 3 миллиарда 840 миллионов рублей. Также у нас, вот как я отметил, второй этап новых механизмов продолжается и в 2023 году. 57 миллионов рублей мы направляем на заготовку мяса крупного рогатого скота. Должны будем заготовить 815,5 тонн мяса. У нас ставка составляет 70 тысяч рублей на тонну мяса. Также на заготовку мяса лошадей 300 тонн мяса у нас будет направлено 18 миллионов рублей по ставке 60 тысяч рублей на тонну. На заготовку овощей у нас будет направлено 28 миллионов 700 тысяч. На заготовку картофеля 66 миллионов 750 тысяч рублей. И плановый объем заготовки зерна 4736. На эти цели у нас будет направлено свыше 33 миллионов рублей. Также у нас по решению главы республики Айсена Сергеевича Николаева увеличена ставка также на поголовье, маточное поголовье КРС для личных подсобных хозяйств. Данная субсидия предоставляется личным подсобным хозяйствам на содержание коровы. У нас данная ставка была 35 тысяч рублей в 2022 году, ставка составит в этом году 37 тысяч рублей, и на эти цели у нас предусмотрено в бюджете 1 миллиард 458 миллионов рублей. Также у нас увеличена ставка по табунному коневодству, это на поголовье кобыл. Как я ранее уже отметил, данная ставка в 2021 году составляла 1500 рублей на одну голову, в 2022 году 3000, и уже в 2023 году ставка составляет 5000 рублей на одну голову. У нас на эти цели предусмотрено 331 миллион рублей, чуть свыше.
Также новое направление у нас есть по культурно-техническим мелиоративным работам. В 2023 году это новое направление. В рамках госпрограммы предусмотрено 100 миллионов рублей. Данную субсидию мы будем направлять напрямую сельхозтоваропроизводителям на мелиоративные работы. В основном это культурно-технические работы будут. Также у нас достаточно эффективная субсидия, излюбленная муниципальными районами и сельхозтоваропроизводителями, это субсидия на кормопроизводство. На данные цели предусмотрено 175 миллионов рублей. Также мы должны довести, и данная субсидия у нас, результатом данной субсидии должны быть наши показатели по кормозаготовке. Ну, кстати, что касается кормов, зима в этом году выдалась особенно холодной, с учетом того, что кормозаготовка прошлого года проходила в сложнейших условиях. Вот, как идет зимовка скота и лошадей? Да, по состоянию на 19 января у нас в республике численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет свыше 171 тысяч голов, в том числе у нас коров свыше 73 тысяч. Численность поголовья лошадей во всех категориях республики составляет свыше 181 тысячи голов, в том числе кобыл свыше 121 тысячи. На сегодня где у нас в сложнейших условиях проходила кормозаготовительная кампания. Ленский район, Минно-Кангаласский, Момский, Нюрбинский, Тамбонский, Устьянский, Хангаласский, город Якутск. Если сравнивать с прошлым годом, то данный показатель чуть ниже. В прошлом году на эту дату у нас на подкормку лошадей было поставлено 23 415, это вот 12,8%. Всего на зимовку у нас было заготовлено 443 тысяч тонн кормов. Это 397 тысяч грубых кормов, 28,5 тысяч тонн силоса и 16,9 тысяч тонн сенажа. На сегодняшнюю дату у нас остаток кормов составляет 260,6 тысяч тонн. Это 65%, нормальные показатели. Силоса 20,8 тысяч тонн и сенажа 9,9 тысяч тонн. И зимний стойловый период крупного рогатого скота и лошадей на текущий период в целом по республике проходит удовлетворительно. Ну что ж, Петр Иванович, большое спасибо за информацию. Желаем вам дальнейшей успешной работы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.